Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 25 июня 2023 года, 20 часов по Берлину и на час позже по Джахару. Друзья, всех приветствую, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Стрим у нас идет, как обычно, на канале в YouTube Reality и в TikTok, друзья. Прошу всех раскидать ссылку по социальным сетям, группам и так далее. Facebook, WhatsApp, там, ну и так далее, и так далее. Так, Мавідін, гражданочки Ері, ва алейкум ассалам, далмула, вітаю вас всех, слава Украине, свободу Ичкери, героям слава, Мавідін, героям слава. И так, Леон, начнем. Ва алейкум ассалам. Ляйхоевский, Вольф. Ляйхоевский. Ва алейкум салам. Так. Самур, ва алейкум салам. Ва алейкум ассалам. Так. Ну, смотрите, по ситуации на фронте потери очень большие у оккупантов, очень большие. По всем фронтам идет направление, давят оккупантов по всем фронтам и не буду говорить сколько, но очень много. Как-то так дела обстоят. Руслан, алейкум салам, Шавик Машовель. Так, собираемся потихонечку. Доброго вечера, бововнятка. Я вас тоже витаю. Друзья, ну давайте вот основной теме моего стрима, нашумевшем так называемом мятеже, я не знаю, пресс-секретаря или представителя ЧВК Вагнер, который формально или юридически, якобы или на самом деле является юридическим владельцем. Хотя на самом деле мы понимаем, что ЧВК Вагнер — это вооруженные силы ФСБ, это личные банды ФСБшника Путина, так же как и ФСБшная банда кадыровцы. Витаю Литва, Кертикус, витаю вас, ночью, ва алейкум салам, Шамиль, ва алейкум салам. И Абу Телеграм, тоже тебе, ва алейкум салам. Да, Пригожин, скорее всего, жена Путина. Но Путина не жена он, конечно же, но нужно понимать, давайте я вам расскажу, как я вижу эту картину. Вот все, что происходило за последнее время. Ну и вот кульминация всего этого был поход террориста Пригожина, разыскиваемого, кстати говоря, американскими властями, ФБР в частности. Поход на Ростов, где они, вооруженные силы ФСБ, заняли генеральный штаб вооруженных сил так называемой России, так называемой Российской Федерации, и провернули какие-то свои дела. Что я наблюдал, что я видел? Я видел то, что украинская сторона целиком и полностью поддерживает этот рейд,
этот поход, вероятно, принимает какое-то активное участие в этом, то есть помогает Пригожину в этом. И такие одиозные личности, как Подоляк, Арестович, Геращенко и начальник ГУР Буданов Кирилл, заявили это, что это настоящая, реальная революция, реальный переворот, мятеж, и что они в это верят. Наверное, у них была какая-то другая информация, которой нет у меня, как у независимого человека, который не заинтересован в победе фашистской России над Украиной. И я, например, не видел этого. Я не видел, что я видел, что идет инсценировка. Я видел, что идут непонятные вещи. Я видел, как Пригожин, и вы все это видели и слышали, Пригожин говорил, что Путин не виноват, а виноват Шойгу и Герасимов, что какие-то там мнимые или выдуманные, влияющие на ситуацию в России, имеется в виду принимающие решения, влиять-то может любой, в принципе, кто чем-то, кто занят в этом деле. Но вот принимающие решения какие-то олигархи и так далее, и так далее. Для меня, человека, который знает изнутри эту систему, это выглядело как минимум странно. И моя версия, я ни на чем не утверждаю категорически, так как я обладаю ограниченным объемом информации, но моя версия того, что происходило, что совместная операция или поддерживаемая операция со стороны ГУР и администрации Зеленского провели операцию «Мятеж» по рейду Пригожина в Ростов. То, что до Москвы не добрались, ничего удивительного в этом нет. Скорее всего, никакой поездки, там 700 километров проехали, осталось еще 800 проехали, 780 проехали, осталось еще 200, где-то 980 километров от Ростова до Москвы. Скорее всего, никакого похода на Москву не было, но до минутку постараюсь не чихнуть. Но, скорее всего, была разыграна такая сцена, что Пригожин якобы захватывает генеральный штаб, потом идет на Москву, захватывает Москву, все его поддерживают там и так далее, и так далее. Ну что сказать. В принципе, это все нормально. Меня все устраивает. Даже если это провальная операция и Пригожин обманул ГУР, меня, в принципе, это устраивает, что ситуация в России дошла до такого состояния, что им приходится проводить такие операции там, и так далее, и так далее. Это говорит о том, что внутри правящего класса, элитой назвать я это не могу, правящего класса фашистской России, есть люди, которым не доверяет Путин. И операция «Мятеж», цель операции этого «Мятеж» Пригожина, как мы сегодня можем уже с определенной уверенностью констатировать, это было выявление и арест противников учреждения. Учреждение, как мы все знаем, это КГБ СССР, ФСБ. И фактически так и вышло. Пригожин, не знаю, кто сбивал вертолеты, не знаю, кто сбивал самолет, который, говорят, сбили. Вероятно, это вот та помощь, которая была оказана украинцами для Пригожина, для захвата вот этого генерального штаба в Ростове.
Но чуть-чуть, если отмотать назад, мы можем увидеть, как Пригожин, который долго не мог взять Бахмут, в самый последний момент, когда он уже собирался уходить, там ругался на Шойгу и так далее, ему удалось по какому-то странному стечению обстоятельств взять Бахмут, который так долго, упорно обещали не взять, не возьмут, там Зеленский дал слово, что не возьмут, а потом как-то получилось, что взяли Бахмут. И потом, подняв рейтинг до потолка Пригожина, его вывели. Вывели куда-то, как он говорит. Кто-то говорит, что он был под Ростовом на базах своих, кто-то говорят, что вот этот ЧВК. Ну, ЧВК тоже я не могу назвать. Это вооруженные банды ФСБ Уткина. И где-то находился в Луганской области или же под Ростовом. И вот они заходят, якобы захватывают генеральный штаб без потерь, только вот сбитые там пару вертолетов и самолет, как говорят. И то я лично так и не увидел этих видео сбивающих или сбитых, горящих, разбитых. Хотя я постоянно штудировал все это, смотрел, и так я и не увидел. Потом обстрел базы Вагнера, этих уткинцев, тоже очень подозрительное видео было. Да и все видосики, которые выставлялись, были какие-то очень странные и какие-то очень подозрительные. И мне казалось, что было очевидно, что Украина, говоря уже то, что Кирилл Буданов говорит, что Кирилл Буданов это начальник ГУР, это очень информированный человек. Это, наверное, самый информированный человек. И он говорит, что это реально. Я знаю, что это нереально. Но если он говорит реально, значит он в этом заинтересован, чтобы мы так считали, что это реально. Значит, это какая-то связь прослеживается между ними. И потом идет уже не по сценарию ГУР, не по сценарию Украины, а уже идет так, как задумали об этом изначально террористы из ФСБ. У Александра Сотника есть такое выражение, такое немножко нехорошее. Он говорит, когда заигрывать, если играть с кое с чем, то можно получить холеру. Вот мне кажется, вот это очень напоминает вот этот момент, что Украина так может подхватить холеру, если заигрывать. Ну и это, бог с ним, да, идут репутационный какой-никакой ущерб нанесен фашистской России. Ну, если исходить из какого-то профицита, из какой-то выгоды, которая поимела Украина. Ну, если не считать сбитые вертолеты, самолеты. Ну, мизер на самом деле. И сейчас будут рассказывать нам, что Россия, что путинская власть, она нестабильна, там, и так далее, и так далее. Ну, к сожалению, это не так. Путинская власть стабильна. И кто больше извлек выгоды из этого? Я вижу, что из этого выгоду извлекли русские. То есть учреждения. Так как таким образом они фактически выявили, провели такой опрос социологический опрос в диктаторских государствах, режимах невозможен. И вот он провел таким образом. И русского гражданского общества российского не существует, как мы знаем, о котором, кстати говоря, имперец, монархист Гиркин рассчитывает на какое-то гражданское общество в России. И есть люди, которые находятся в кабинетах власти, в военных кабинетах, которые реально погибают, и реально они несут всю тяжесть, всю бремя вот этой непонятной ФСБшной войны. И изначально объявить, что это война Путина, это ложная установка. Это ложная установка, это неправда, это не война Путина. Это война империи, мозговым центром которого является учреждение КГБ СССР, сети которого раскинулись не только в России, Украине и Белоруссии, но и здесь, в Германии,
и в других европейских государствах имеются их старые советские кадры, не говоря уже о бывших советских республиках. И выгода, которая приобретена вот после этого, я вижу тем, что выявлены люди и уже происходят аресты из Чеченской республики. По-моему, 2 борта набитых вот этих бандитов со всей России собранных и местных коллаборантов отправлено для поддержки режима и задержания всех, кто проявил хотя бы словом, хотя бы намеком поддержку попу Гапону Евгению Пригожину. Но самое печальное в этом во всем, я вижу, что ГУР Украины, что Подоляк, Арестович и Геращенко, которых я увидел, их, уверен, больше этих людей. Люди, которые готовы дать русским сотворить новый геноцид над чеченским народом для того, чтобы отвлечь войну от себя. Очень, очень печальные, конечно, выводы у меня уходят на все это. Ясно, что Геращенко, Арестович, Подоляк лютой ненавистью ненавидят чеченцев. Только лишь их игнорирование чеченского вопроса, непризнание права чеченцев жить свободно на своей земле, говорит о многом. Это такой первый сигнал этих людей, насколько они искренни в своей борьбе против империи. Геноцид чеченского народа под видом уничтожения кадыровцев будет непременно, если это доверить русским, таким людям, как Пригожин, Ходорковский, Яшин и так далее. Потому что они уничтожать кадыровцев не будут. Скорее всего, кадыровцы встроятся в новую власть под новым флагом, им уже не привыкать, менять флаги и вывески. И немножко, может быть, их раскошелят, немножко заберут у них то, что они набрали, новая власть придет там в лице Джамбулата Сулейманова, придет и немножко раскошелит. Но уничтожать будут чеченцев, чеченский народ будут русские уничтожать. Решение кадыровского вопроса, так называемого кадыровского, по факту банды ФСБ, передавать русским, это опасно для чеченского народа. Для чеченского народа, который весь мир оставил один на один с людоедом, с которым сейчас не может справиться этот весь мир, который дал ему напиться крови чеченской, дал ему кадры наковать, убивая чеченский народ, дал ему разбогатеть. И теперь обездоленный, обескровленный, разбитый чеченский народ должен будет быть зачищен какими-нибудь пригожинцами. Меня это очень сильно возмущает. Очень сильно. Для меня такие люди, которые так себя ведут, ничем не лучше самих русских имперцев, которые нас уничтожают. И все люди, которые причастны к вот этой операции по нагнетанию, стравливанию Кадырова и Пригожина, что на самом деле не имело никакого основания, что они какие-то враждуют, что у них какие-то вопросы друг к другу. Это, конечно же, выглядит очень странно. Я не хочу обвинять ни очень подозреваемую администрацию президента Украины в связях с фашистской Россией. Не хочу напоминать про ситуацию, которая была с вагнеровцами, с
уткиновцами в Беларуси, когда их отпустили, фактически задержанных. Я не не хочу вспоминать многие другие вещи о том, что именно администрация президента Зеленского до сих пор не признала Чеченскую республику, хотя Верховная Рада проголосовала по этому поводу. И так далее, и так далее. Я не хочу навредить Украине, но я не готов ни русским молчать, которые уничтожают мой народ, ни украинцам позволять сделать из чеченского народа разменную монету. Стоп, друзья, этого не будет. Этого не будет. Вам придется нас уничтожать так же, как вы уничтожаете русских, но молчать мы не будем. Понимаете? И ваша вся поддержка, и вся ваша мировая поддержка, она сойдет одним щелчком пальца. Так мы уже видели неоднократно. И в Чеченской республике Ичкерия, и в Сирии, и в Грузии, и в многих других местах, где несоответствующим образом начинали себя вести, нечестно себя, скажем так, начинали вести те или иные народы. Поэтому очень, конечно, печально это все. Хорошо, что геноцида чеченского народа не состоялось. Очень хорошо. Но плохо то, что противники, они наши враги тоже, противники Путина внутри этой власти, они выявлены. Это плохо, хоть они и наши враги. Потому что учреждение ФСБ укрепилось этим. И далее будет укрепляться. Далее будет укрепляться. Фактически была проведена не только процедура выявления недовольных, несогласных, не только оценка происходящего, кто как себя поведет, но фактически был подготовлен такой опыт, тренировка, учение по тому, как действовать в случае, если произойдет мятеж. Фактически профицит русских, банды ФСБ, скажем так, конкретизируем, бенефициаров, он налицо, на мой взгляд. Как-то так, друзья. Давайте почитаю ваши комментарии. Я не все сказал, о чем думал. Я просто не успел все написать по этому поводу. Потому что там слишком много таких моментов, нюансов. Это нужно как-то систематизировать, как-то написать это, потом 20-30 раз поменять. Я просто не успеваю, так как пытаюсь и там, и тут, и писать, и отвечать, и еще стараюсь посмотреть это все, чтобы как-то прийти к какой-то мысли. Ну ладно, давайте перейду к вашим комментариям. Напоминаю вам, друзья, сегодня, как обычно, наш стрим идет в YouTube и в TikTok. Вы можете зайти по теме, если вы хотите со мной поговорить, в прямой эфир в TikTok, или же позвонить на WhatsApp мне и поговорить вот на номер телефона, который есть под описание, под стримом, который в данный момент сейчас идет на канале Reality в YouTube. Так, друзья, давайте почитаю ваши комментарии. Всех я вас вновь зашедших, вошедших приветствую. Хамзат Машуойлу, алейкум ассалам. Марат, все, друзья, приветствую вас. Слава Украине, да будет Ичкерия свободным. Героям слава. Ирония в том, Аслан, даже если это была операция Путина, чтобы проверить лояльность союзников, довольно он не остался, его послали вслед за русским рублем союзники по ОДКБ. Да, но говорят его почти все его, кроме этого. Но это говорит Арестович. На самом деле Арестовичу веры нет ни одному слову. Ни одному слову. Потому что, слова не имеют никакого значения. Просто нужно смотреть за действиями. Гражданство для Невзорова. Там много чего сейчас. Все это я уже много говорил, писал. Сейчас все это вспоминать. Просто идет
я не знаю, дискредитация Украины идет, на мой взгляд. Извините за правду. Так, у Путина нет своего ПДКБ, они вассалы, то есть находятся под его подчинением. Ну, не совсем, Марат, что они так, чтобы под подчинением, они тоже иногда проявляют характер. И плюс еще, знаешь, что очень важно? Когда реально произойдет смещение Путина, то уже Путин не будет тот великий Путин. Он станет никем, он станет целью номер один на уничтожение. Поэтому у него в один миг может поменяться. Но я не вижу, я при всем при том, что вот этот весь сценарий Пригожин, Кадыров, там, Шойгу, Герасимов там, и так далее, я вот это наблюдал и очень надеялся, хотел понять, кто в какой группировке принадлежит, кто кому противостоит. Ну вот пришел я к выводу, что нету там противостояния. Внутри учреждения, внутри коллегии ФСБ нету противоречий. Вот нет просто. Абсолютно. Я не вижу. И вот сегодняшнее действие, что вот доверили Пригожину возглавить так называемый мятеж, и потом он передал, как положено, всех своих друзей предал и передал все опять полномочия действующей до этого власти, говорит о том, что все это просто смешно. Все это просто смешно. Арестович нам рассказывает, что Путин бежал из Москвы, и сутки там надо было взять Пригожина. Это неправда. Изначально либо Арестович действовал заодно с ФСБ России, либо их просто обвели вокруг пальца. Как говорит опять же Сотник, подхватить холеру получилось. Так, Украине уничтожено более, так, 20, это больше, чем 3 года активных боевых действий двух русско-чеченских войн. Да, это вот приблизительно максимальное число, которое приводилось нашей стороной. Вот это число в Украине достигнуто, 225 тысяч. Не могу его не познать только так. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, все будет Ичкерия, Довели, витаю вас. Так, выявилось, что россияне мигом за Путиных перевоплощаются в любую другую сторону мигом. Марат, даже академик до последнего тянул с помощью Путина. Или он был в курсе этой операции? Да, он был в курсе, и он не тянул. Кадырову дают команду. Кадыров ничего не решает. Он абсолютно ничего не решает. Ему дают команду, он исполняет. Все. Алейкум салам, чуваш. Так, всех, друзья, вы приветствую. Геноцид чеченского народа как таки состоялся. Геноцид незавершенный до конца не перестает быть геноцидом. Примеры геноцида евреев, Холокост, армян. 300 тысяч чеченцев погибло, включая 40 тысяч детей. Это геноцид. Да, 42 тысячи детей. 42 тысячи детей, друзья. Вот такие цифры приводились. Что пригожинцы, что кадыровцы, оба лагеря слова дорогого не стоят. А кадыровцы еще премудро так и не успели за сутки доехать. Наверное, ждали 4G. Но это все туфта, Жен, Украина. Это туфта. Никуда они не ехали. Они ехали зачищать тех, кто поддержал Пригожина. Вот для чего они ехали. Имя не помню, это говорил бывший начальник СБУ 2050. Этот человек на канале Курбан говорил, что Путина послали все. Ну, это такая поддержка, видимо, была со стороны СБУ, ГУР, я не знаю, что все плохо, нужно подниматься. Таким образом, фактически противников, латентных, скрытых противников путинского режима, фактически вот эти люди, про которых ты говоришь ночью, Арестович, Подоляк, вот этот СБУшник, о котором ты говоришь там, Геращенко, фактически они подводили к тому, что вставайте, вставайте. Ну некому там вставать, некому, тем более если возглавляет один из самых доверенных, не ушел из-под контроля Путина, ФСБ, Пригожин, не ушел. Опять же, ложный посыл
что война это Путина. Не Путина это война, это война КГБ СССР за восстановление своего былого влияния и восстановление монархии. Я это со всей ответственностью заявляю. Только эти цели были. Вероятно, даже речь шла о других монархиях, которые должны друг друга признавать, в том числе немецкая монархия, которая была недавно задержана при попытке путча там, или переворота и так далее, и так далее. Это старая такая их задумка, идея, которую они, нахапав, награбив, разграбив, накопленное нашими отцами, дедами за 75 лет имущество Советского Союза, КГБшники просто прибрали все к своим рукам и все, и решили узаконить это. А для этого нужен был Киев, Киевская Русь. Без них вся их вот эта фейковая монархия, дворянство их фейковое, оно не стоило ничего. Оно реально не продержалось бы там 20, 30 лет, 50 лет и все. А нужно было это сделать на законных основаниях. И я убежден, что если, ну я не знаю насчет Германии, просто здесь задержали, а вот такие вещи, я просто обращаю внимание, вот это монархия, дворяне, там все такое. Я убежден, что в Украине были силы, в Беларуси были силы, которые также рассчитывали на то, чтобы установить вот это дворянство. Проводились в Украине, в Крыму проводились встречи вот этих разных дворян. Это все можно найти в интернете спокойно. Еще до революционной, до 14-го, до 15-го, до оранжевой революции. Или какая она там была, да. Революция гордости или революция, как она там, достоинства, не помню. Называлась в 2014 году, когда на Майдане Януковича прогнали. Как-то так. Кстати говоря, было очень интересно наблюдать, как Денис Капустин, он же Никитин, руководитель РДК, присягнул Пригожину фактически. Сказал, что мы с ним одной крови и так далее, и так далее. Ну, не знаю, это может быть была такая разводка, игра. Также у нас среди нашего чеченского общества тоже фальстарт сделали некоторые товарищи и заявили, что они готовы теперь возглавить Чеченскую республику и Кавказ. Так. У Кадырки бензин закончится. Скорее всего, нет никаких заслонов, если идти туда. Это, кстати, очень ценная, интересная информация для нашего генштаба. По ходу поляков на Москву 600 йен. Это не йен Украина. Знаете, это, вот я возвращаюсь к вашему комментарию, что нет никаких заслонов, если туда. Это, кстати, очень ценная, интересная информация там и так далее. Для вашего, для украинского генштаба, говорит. Это не совсем так. Потому что, во-первых, на Москву кто шел или не шел, мы не знаем. Мы знаем только то, что это была разводка Пригожина и ФСБ, и, скорее всего, никто никуда не шел. Если и даже шли, имитируя вот этот поход, то это будет отличаться от того, что если туда пойдут другие силы, а не те, которые идут по договоренности. Поэтому тут ценная информация для Генштаба тоже особо не видно. Так, по ходу поляков на Москву 612 года, поход и Пригожин на Москву 23 года, история повторяется. Скорее всего, нет. Константин Натанович тоже говорил, что это провокация ФСБ. Да это было очевидно, Татьяна, это было очевидно. Тогда я допускаю, что Пригожину приставили к Луке, чтобы контролировать его и держать тяжелого рукавица. Ну, может быть это, может быть просто как бы, надо вывести куда-то. И причем вы обратите внимание, как быстро это закончилось. Просто молниеносно это закончилось. Ну, как это так? Хотя бы сутки, хотя бы двое, какие-то вести переговоры. Это говорит о том, что это был абсолютно управляемый процесс. Абсолютно. Русский мир воюет в Украине.
а говорят о кадыровцах и бурятах, как будто русские просто мимо проходили. Да, это очень интересно наблюдать, Марат. Есть такой один украинский блогер, который называет себя украинским якобы журналистом, он себя называет. Так вот, ему задают вопрос, там, сколько стоит по обмену, кто там стоит, там, сколько стоит пленные, чтобы там, ну, короче говоря, купить, что ли, обменять. Вот такая разговор идет. Я это видео у себя тут выкладывал. И он кавказцев, чеченцев в частности, называет экзотикой. Просто экзотика. Представляете, насколько внутренний фашизм в людях сидит, когда они называют экзотикой людей. Понимаете? Русских он не называет экзотикой, потому что он, наверное, сам русский. Или ментально, или по крови. А чеченцев он называет экзотикой. Это, ну так. Ну, поэтому я под-русски экзотикой называю вот этих, как их там, которые с зэками общаются, там, пленными точнее, общаются с русскими. Тоже очень интересно, конечно, получилось. Очень интересно. Ну да ладно. Как гласит чеченская пословица. Ну ладно, оставим эту пословицу. Она не очень корректная. Как-то так, друзья. Ну давайте я почитаю комментарии здесь в ТикТок, потому что уже Дени, валейк салам, всех вновь зашедших приветствую. Так. Антитеррор Черебо. Это ищу убох. Мадуиц. Бадуиц. Дац, Асан. Бадац. Мнение про Тумсо. Так, свободен. Салам. Украина, Ичкерия. Олаюш. Шаишца. Шаиш ма'ана. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Мустан. Так, Пригожин долбанет ядеркой с территории Беларуси, на что Путин скажет, что ни при чем, а Пригожин сумасшедший. Ну вот я об этом как раз вчера на чеченском стриме у себя говорил об этом, что вполне возможно, что переброска вот ядерного оружия в Беларусь и сейчас перевод туда банды ЧВК Вагнер, банды Уткина, там строят на 8 тысяч человек уже лагеря какие-то там полевые там и так далее, и там будут располагаться эти бандиты. Фактически очень даже возможно, и все скажут, что мы при чем? Юридически так и получается. Человек, который попробовал, заметьте, человек, который попробовал свергнуть Путина, потом по какой-то причине, а сейчас он говорит, что он не свергать пытался Путина, он говорит, что это был марш такой, поход, демонстрация несогласия, такой, короче, протест был, и все, представьте, на танках приехали, такой протест выразили, все, он фактически, но против него уголовное дело оставили, говорят. Это очень будет удобно потом, когда Пригожин нанесет удар, говорить: смотрите, у нас есть уголовное дело, это человек преступник, к нам какие вопросы, вот что скажут русские. И вот эту версию, которую ты говоришь, что из Беларуси уже грозить будет Пригожин, ну, она вчера мной была озвучена и очень даже может быть иметь место. Кстати говоря, очень тогда разворачивается интересный момент по поводу Нужина. Помните такого человека, которого убили кувалдой, ударом кувалды по голове, который добровольно сдался Украине и перешел на сторону Украины. Помните? Его передали после этого. Его передали, как он говорил, не знаю насколько правда, когда он шел по улице, его просто стукнули по голове, закинули в машину и передали пригожинцам. Русским, ФСБ передали. Его демонстративно убили. Демонстративно, запугивая всех остальных. И не давая возможность следующим, кто захочет сдаться, многие подумают не сдаваться. Потому что Украина передала.
Ну, это такие вещи, которые очень странные. Я понимаю, игры там, спецслужб есть, там, все такое. Но что-то должно же быть по правилам, должна же быть какие-то там, я не знаю, элементарные просто человеческие. Убийство Нужина, это был, я не знаю, очень-очень коварный поступок, кем бы он ни был совершен. Нету того, что вот мы воюем, все, вот это враг, его нужно уничтожать. Сдался, не сдался там. Это не приводит к результату, это приводит к хаосу, к бардаку приводит. Так не может происходить. Кицу аму бо китонсу. Алейк салам, дерзкий ночью, алейк салам. Так, эти 15-рублевые ко мне зашли. Да? Ясно. Привет, 15-рублевые. Сегодня я вам не подам ничего. Пошли вон. Мне сегодня нет настроения с вами заигрывать тут. Об этом, обо всем говорил еще Джохар. Кому интересно, посмотрите все по полочкам. Валейкум салам, Женевский Бош, Ягмашу. Асан, походу заранее договорились, что вагнеровцы свой поход остановят, не дойдя до Москвы. Иначе как понять 800 километров и нас снять 200 километров, остановись. Ну, или не пошли, понимаете? Но институционально все эти тысячи Росгвардии, ее руководители, все эти ФСБ, СОБРы, Альфа, все межгалактическую черную дыру, засосала межгалактическую черную дыру. Но институционально все просто, ну а зачем, если идет какая-то спецоперация с самого верха, там, например, какой-нибудь Бортников или какой-нибудь Колокольцев говорит, никаких мер не предпринимать. Все сидят на своих местах. Идет команда, уходим, занять оборону, военная тревога, все, уходят, занимают оборону. Как-то так. А сам Путин свинтил на самолете, выключил на самолете транспорте, на борт номер 1 включен транспорт, сбивай не хочу. Ну откуда вы знаете, что он сбежал, откуда у вас есть эта информация? Это может быть опять же сделано так, чтобы разошлись слухи, чтобы выявить недовольных. Я не вижу, что он сбегает. Ну с чего? Ну приехали пригожинцы, и он сбежит. Да ни в коем случае, куда он сбежит? Он будет биться. И дело не в Путине еще раз. Опять же, почему ложный посыл, ложная установка? Потому что мы говорим о каком-то Путине. Но Путин, он никто без вот этой всей системы. Это целая система. Это просто мега огромная система КГБ СССР. Еще со столетней историей. Понимаете, это не так, что Путин убежал и все, система развалилась. Ничего для Украины не изменится. Не Путин начал эту войну. Система КГБ начала эту войну. Вот в чем вопрос. Если бороться только с Путиным, да, в конце концов победим этого Путина. И что дальше? Ничего не изменится. Понимаете, мы опять остались, мы в Чечне так остались, в Чечении, в Чеченской республике Ичкерии. Пока наши воевали, услышьте меня, пока наши воевали, люди, которые играли вот с этим, вот с этой субстанцией, получили, заработали холеру. Их стравливали, их убивали, подкупали, запугивали, сажали, выдворяли. И на их место становились другие. Вот то же самое происходит в Украине. Пока люди воюют на фронте, пока у них голова занята только фронтом, они не в политике военной, там, занимаются другими делами. Здесь происходит бардак. Я это называю чеченским дежавю. Вот я вижу повтор всего этого. И самое печальное в этом во всем, для меня, для моего народа, это нас хотят сделать крайними. Ходорковский, Яшины, Машины, они все друзья администрации или людей, которые вещают от администрации, тот же там Арестович. Арестовичу нельзя запретить общаться с военным преступником или боевиком военного преступника Радка Младича Марком Фейгиным.
который просто закоренелый просто преступник. Можно запретить ему, но никто не запрещает, значит это выгодно. Он едет, Ходорковского рекламирует, а Ходорковский это тот же КГБшник, понимаете? Зачем Украина делает ставку на КГБшников? Зачем? Свергнуть эту власть? Но вы ничего от этого не добьетесь, если вы свергнете Путина. Они уже запускают утку, что Путин не настоящий, что Путин рак мозга, вот он уже при смерти. Соловья вы уже украинцы приглашают. Украинские каналы. Соловей, вот самый матер из своей московской вот этой конспиративной студии. Он сидит и вещает, что у него уже последний этап рака и так далее, и так далее. Что это был не он, что это, третье, десятое. Ну сколько это можно? Уже даже украинская сторона, я слышал, что да, это якобы Путина двойник. Да, где-то может быть и был двойник, где-то там в Мариуполь приехал, еще куда-то. Но Путин не при смерти. И даже если он при смерти, что изменится? Ничего. Ничего не изменится. Перераспределение просто потоков финансов внутри России произойдет. А имперская сущность, завоевательская сущность, система КГБ никуда не денется. Понимаете? Вот в чем вопрос. Вот в чем вся вот эта система, которая действует. Аслан, Джо Маркус спросил командира РДК Фортуны, русский добровольческий корпус Фортуны, я не понял, о признании геноцида чеченского народа во время русско-чеченских войн. Пожалуйста, Николас. Пожалуйста, это не чеченская война. Я же не называю войну России против Украины украинской войной, так как хочет этого Россия, чтобы я называл. Я же так не говорю. Пожалуйста, вы тоже не говорите, что это чеченская война. Чеченская война это значит гражданская война. И я не называю украинской ее войной, потому что также они хотят, чтобы это был конфликт между Донбассом и центром в Киеве. А это не так. Это русско-украинская война. Я просто поясняю, извините, если это я грубо делаю. При Сталине и прочее, он же ответил тем, что признать геноцид чеченского народа во время русско-чеченских войн при Сталине и прочее. Он же ответил, что весь корпус РДК, русский добровольческий корпус, признает эту трагедию. Если это правда, я этого не слышал, то все, никаких вопросов к РДК у меня нет. Хотя сказать можно все, что угодно. В этом вопросе у меня никаких вопросов к РДК нет. Если они на нашей стороне, честь и хвала им. Честь и хвала. Если это так реально. Я имею право относиться настороженно. Я имею право относиться настороженно к русским. Имею все основания для этого. Не было коммунизма, а был чистый фашизм. Инесс, абсолютно верно. Империализм был, русский фашизм. Дудаев вывел формулу как русизм. И в царское время, и в коммунистическое время, и в демократическое время, так называемая демократия, так называемый коммунизм, не было же никакого коммунизма, не было никакого социализма. Это была имперская политика, прикрывающаяся коммунизмом, социализмом и в самом худшем его проявлении этого коммунизма. То же самое в демократии. Нет никакой демократии в России. Есть империализм, русский фашизм, русизм. Особая человеконенавистническая идеология. Самая худшая из человеконенавистнической идеологии. И они прикрывают сейчас демократией, раньше коммунизмом, до этого там империализмом. Вот и все. Абсолютно с вами согласен. У власти сидят военные преступники. 100 лет при всем военном режиме живем и стали заложниками. Да. Нужно уничтожить КГБ, ФСБ, увидите, как все изменится. Абсолютно верно. Нужно судить террористическую банду ФСБ. И я так понимаю, администрация Байдена в Америке этого не желает. Я надеюсь, что Америка понимает этого. Потому что, убрать одного Путина никакой роли не играет.
Так, нацизм господа называть народ экзотикой. Нет, я не совсем согласна, если честно, с вашей оценкой ситуации. Самолеты не сбивают, если все сыграно-разыграно. А Путин бы не текал с выключенным транспондером. Ну, во-первых, самолеты каждый день при возможности Украина и так сбивает. И это могли сделать украинцы. Во-вторых, русские, вы говорите, не могли бы это сделать. Так вот, я вам напомню, что русские не просто военных, там 10-15 человек, о которых сейчас говорят, сбили. Ну, не знаю, насколько это соответствует действительности. Но я могу сказать, что в 99 году только лишь спящих женщин, детей, мужчин и стариков, которые были взорваны спящих в своих домах, было 307 убитых. Это не военные, не мужчины. Мужчины тоже среди них были, в основном это женщины, дети были. Кроме этих терактов были еще другие теракты. Взрывы метро, троллейбусов там и так далее, и так далее. Где-то использовались чеченцы обманным путем, используя, вот, играя на чувствах там мести, ненависти там, и так далее, потери близких. Люди находились многие в состоянии аффекта, и таких людей использовали. Но по большей части сами спецслужбы и осуществляли, то есть без привлечения даже чеченцев. Поэтому для них это абсолютно никаких не проблем. А выключенный транспондер, но если это была операция, которую по выявлению недовольных в окружении, в своем окружении, то почему не выключить транспортер? В чем проблема? Транспондер. Так. Асан, ну по-любому же Пригожина без разрешения Путина даже выстрелить не может. Он полностью подчиняется Путину. Да, конечно, подчиняется. Не только Путину, да, общей системе ФСБ он подчиняется, как и Путин, впрочем, да, значит, там повязаны друг с другом. Как мы знаем, Пригожин занимался долгое время, вот известное вот это выражение, пригожинские тролли. Это вот те люди, которые нам здесь комментарии пишут, которые наш канал постоянно блокируют, пишут нам жалобы там, и так далее, и так далее. Везде фейки распространяют и так далее, и так далее, и так далее. Это вот эти люди, они годами возносили вот этого Путина, систему эту, укрепляли таким образом. Он, ну, да, бывает предательство, самые близкие обычно предают, все это происходит. Но вот этот момент, который происходил, там было очевидно, что идет спектакль. Было очевидно по видосикам, которые закидываются, вот вся это была игра. И фактически так и вышло. Просто эта игра вышла в пользу русских, а не тех, кто надеялся на территории Украины, что это как-то поможет. Я это так увидел. Пленный нужен свободно один гулял по улице, не может такого быть. Но нет, он добровольно сдался, и ему якобы, ну как бы разрешили покинуть уже. Вот он так сказал, шел по улице. А может быть, вы правы, может он и не гулял. Может его прямо из, где он сидел, оттуда и передали. А потом ему на камеру сказали, чтобы выгородить тех, кто его передал, сказать, что я шел по улице, вот меня задержали. Это тоже вполне может быть. Я говорю только лишь то, что вот он сам сказал. Но он находился в плену, поэтому его слова могут быть неправдой. Вначале они к русским относились лучше, чем не русским. Да, Марат, я тоже это помню. Вот эти люди, которые снимают эти видосики, не помню фамилию вот этих двух журналистов или вот этих блогеров, которые берут интервью. Почему им доверили такую ответственнейшую роль? Представьте, разговаривать, общаться, это очень доверенные люди должны быть. А по окликам об этих людях, украинском сообществе, что-то я не вижу, что это какие-то там порядочные товарищи. Там один за убийство там вроде бы сидел или подозревался, или там выпустили. Ну, там тоже это очень интересная тема. И да, относились, помните про бурятов, буряты. И в Украине говорят про бурятов,
И Кобзон приезжает к бурятам, ой, бурят, там, обгорелый там, танкистка, ой, бурят, там, туда, и все, и бурят, и бурят. Ну, я, конечно же, не хочу, чтобы на чеченцев это было, хоть на бурятов, если на то пошло. Ну, это россияне. Но нужно по-честному относиться, правильно? Дело же не в бурятах, если на то пошло. И эти буряты у нас дома воевали. Но нам в голову не приходило называть вот эту орду бурятской. Ни в коем случае. Русские за этим стоят. Имперцы за этим стоят. Мозговой центр, которым является учреждение, расположенное на Лубянке. Так, давайте еще комментарии. Так, как насчет так? Ассаламу алейкум. Так. Да, на русскомирной отрыве, которая как будто блогер с связями, дружок Шария, и оно допускает до пленных. Это Шобла с Гундяем, Дугиным, Арестовичем варит кашу. Довели совершенно верно. Абсолютно это так. Ну нельзя это допускать. Я понимаю, что вот я ожидаю, что вот сейчас какие-то изменения в Украине, какие-то зачистки пойдут, там это, третье, десятое. Но в итоге мы видим вот этот трюк. Большая операция, год накачивали, да, или около того, там, несколько, 9-10 месяцев Пригожина раскручивали, дали взять ему Бахмут, там такая фигура, все. Фактически, ну что из этого вышло? Ва алейкум салам, Питер Вольф, Машволь. Так. Зенон Поздняк и Джохар Дудаев давно сказали, империю надо уничтожать. Пока есть империя, это никогда не закончится. Совершенно верно. Война была в Грузии, Чечне, в Сирии, Ходорковская устроил. А как Украина началась, так слезу пустил. Ничего подобного, казах. И Украине тоже его устраивало, и Крым его устраивало, и выражение на Украину, имперское выражение на Украину, то есть не на государство какое-то в Украину, а территорию окраина, как они любят говорить, своей великой империи, так называемой. И только лишь потом уже, когда ситуация изменилась, когда широкомасштабная война началась, тогда даже молчали. А потом уже, когда уже поняли, что вот первые дни молчали, а потом, когда Украина просто хребет сломала вот этим вошедшим, вот тогда уже пустил слезу и дали возможность Арестовичу говорить за него. Ну как бы Арестович говорил бы за Ходорковского, вот когда он в Европейский парламент приезжает, Арестович там рассказывает от президента, получается, от администрации президента, там мощные, там, воюют-то военные, а все лавры пожинает администрация президента, фактически. И эти люди пользуются уважением и весом здесь, в Европе. И тут приезжает и говорит, Ходорковского, у меня чуть челюсть не отвалилась. Ходорковского, имперца, который не скрывает, что он имперец, но ему нужно было, чтобы Арестович мог за него там словечко замолвить, нужно было пустить слезу. И вот он сел, и у Гордона, опять же, на самый раскрученный канал пригласили и дали Гордончику возможность лицезреть слезы, крокодиловые слезы этого, как его, Ходорковского, мега-вора. Поэтому вначале он не был таким, я хочу сказать, из казах. А сам ФСБ, выросший русским миром, русские должны за все ответить и разложиться. Асан, как по твоему мнению, зачем был сделан автопробег поваром? Ну, я не знаю, был ли этот автопробег вообще, но создавалась видимость, что вот идет армия на Москву, что Путин бежал, выключил ретранслятор, или что там выключил, мне сейчас тут подсказывали. И так далее, ну, создавалась реальная картинка для того, чтобы выявить недовольных. Я увидел только это, ну, выявить недовольных, несогласных
кто предаст в любой момент Путина. Я думаю, это он уже выявил, договорился. Из ОДКБ, ну все, кто клялись в верности, в трудный момент они выявлены. Внутри России они будут репрессированы, однозначно. Уже начались задержания, аресты, репрессии. Затем такие учения в случае реального мятежа, чтобы как действовать, координация, все это выявить. Ну вот, ну и выставить Украину в дураках, что вот они ее обыграли. Получилось так. Но самое интересное, что Украина хотела, вот эти люди, которые представляют Украину, готовы были направить вот этих пригожинцев, вот эту банду головорезов, якобы на кадыровцев. Хотя Геращенко в статье своей там не говорит, я вам сейчас покажу, я выкладывал у себя, это очень интересно, очень захватывающе вот это все выглядит. Геращенко тут говорит, по словам, это у Пола Гобла на сайте Windows New Russia, по-моему, Blogspot. По словам Антона Геращенко, после восстания Пригожина в России предстоит кровавая война. Но не гражданская война, то есть не с русскими будут драться русские, а война кланов с частной армией чеченцев. Вы видите? С частной армией чеченцев. Какая у чеченцев армия? Наша вся армия находится в Украине, которая воюет на стороне Украины. Вот вся, что у нас, как армия, которая у нас имеется. Но у нас нет никакой. Геращенко, ты подонок. Самый настоящий. ЧВК Пригожина и бандитов. Продолжение, это одно предложение. Кровавая война не гражданская война, а война кланов и частных армий чеченцев. Запятая, ЧВК Пригожина и бандитов. Значит, убийца украинцев Пригожин, убивавший в Бахмуте, везде, где только может, ЧВК Вагнер, они не бандиты, а чеченцев, которых он называет, не говорит частная армия кадыровцев даже. Частная армия чеченцев здесь написано. Пригожина и бандитов. Так же, как русские нас называли бандиты, разбойники и так далее. Так вот, я ответственно заявляю, что Геращенко, Арестович, Подоляк, и если в этом курсе администрация президента, они являются такими же врагами чеченского народа, которые хотят геноцид чеченцев. Потому что русские не будут убивать кадыровцев. Эти кадыровцы, предатели чеченского народа, кого-то, может быть, там грохнут, остальные чуть-чуть отстегнут от своих денег и перейдут и станут в новой власти, новой системе. Они в душе за Россию, как и Геращенко, Арестович и Подоляк. Я не побоюсь этого своего мнения высказать. А будет геноцид чеченцев. И здесь Геращенко прямо говорит, кровавая война, но не гражданская война. Заметьте, не русские с русскими будут воевать, а война кланов с частной чеченской армией. Вот этот ответ. Я выложил это в Ютубе у себя, вы это можете увидеть в разделе сообщества. И в Фейсбуке у меня это выложено. Вот и вся система. Так, а кто для меня тогда Геращенко? Я в прошлый раз критиковал Геращенко за то, что Невзорову они дали. Он ходатайствовал, он добился того, чтобы террористу Невзорову, убийце, пособнику геноцида чеченского народа Невзорову дали гражданство Украины. И я критиковал его за это. Так вот, некая Елена Денисенко, которая является, на мой взгляд, агентом в СБУ, начала усиленно распространять после этого информацию о том, что я имею какие-то бизнесы в Москве, юридические бизнесы в Москве, в оккупированном Джахаре, ныне бывшем Грозном. И вот такие вот слухи про меня распространялись. Я игнорировал, не обращал внимания, там, блокировал в Фейсбуке, когда я это видел. Но в конце концов я был вынужден просто. Я написал и открытое письмо, и СБУ я написал, что я понимаю, что из-за Геращенко вы на меня вы спустили вот эту свою агентессу. Но я вас уверяю, что я вас поставлю на один ряд
с террористами ФСБ и буду вас также критиковать, если вы не прекратите. Слава Богу, прекратили. Но я думаю, сейчас с новой силой начнут. Но я не буду молчать. Не буду. Оставьте чеченский народ, украинцы, там, ГУР, СБУ, кто бы вы там ни был. Чеченский народ не разменная монета, чтобы вы пытались таким образом русско-украинские дела между собой, ГГБшные дела наладить. Нет, пожалуйста, оставьте чеченский народ и решайте свои вопросы так. Понимаете? Мне не нужно этого. Не нужно. У вас ничего не получится. Как сейчас вы просто опозорились на весь мир и выявили свое нутро, которое ничем не отличается от русских. Это не касается ВСУ, это не касается украинских патриотов и националистов, которые искренне борются против вот этой орды. А касается именно вот этих людей, которые вот таким образом фактически бандитами нас называют. Чеченская армия это бандиты. Нет никакой, опять же, ложный посыл. Если решать вопрос с коллаборантами внутри чеченского вопроса, будем решать мы, чеченцы. Мы будем с ними решать вопрос. Если вы хотите, чтобы мы решили этот вопрос, не геноцидом, как вы предлагаете снова русским сделать геноцид, отвлечь внимание от Украины и снова уничтожить чеченский народ. Если вы этого хотите, реально победить кадыровцев, там все это наладить, признайте Чеченскую республику Ичкерия, профинансируйте, заберите нашу молодежь в вузы, лучшие вузы. Давайте готовиться к тому, что вы делаете. Признайте террористическим режимом фашистской России, признайте террористическим режимом гауляйтеров, установленных этим режимом Чеченской республики. Дайте оружие, признайте как государство нас. Президиум правительства в лице Арьяда Идигова, Аллы Дудаева и других. Сделайте это. А так, чтобы инструментом быть, извините, друзья, мы уже были инструментом. Мы истекали кровью 20 лет, когда весь мир плевал, а Украина помогала нас уничтожать. Помогала лично, и участие было со стороны Украины. Известный Буданов, Юрий Буданов, был из Донецкой области и другие, много чего там есть, много чего можно рассказывать. Я не хотел об этом много говорить, после войны, думаю, поговорим. Но сейчас фактически ГУР и администрация президента, пока я оставлю самого президента, я просто не слышал его выражения, фактически готовилась к тому, чтобы, рассчитывала на то. Вот не получилось. И что мне теперь? Переживать? Как когда-то Абдурахман Автарханов сказал, вы типа перешли на сторону немцев, типа вы же за нацистов, за фашистов, там, как это так, там, туда-сюда. Я приводил этот отрывок у себя и в Фейсбуке, и в YouTube. И он сказал, что а что мне оставалось делать, если готовился геноцид моего народа? Если бы мне нужно было еще раз сделать этот выбор, я бы еще раз сделал ставку на то, чтобы пойти к немцам и сказать, давайте мы будем союзниками. Потому что за год, за два до этого Берия говорил, что будет депортация всех чеченцев со своих земель. За год, за два говорил, готовилось. А значит, было принято решение, говорит Абдурахман Автарханов, что если он сам был в этом заседании, где они сидели в 1942 году, или в 43-м, что будет депортация чеченцев и ингушей. И он говорит, если они так говорят, значит решение уже принято. И я тогда посчитал, что нужно уходить и как-то попробовать помочь своему народу. Хотя он был убежденным вначале коммунистом там, и так далее, пока не разочаровался полностью. Так, давайте дальше, друзья. Давайте дальше. Сколько у нас по времени? Я планировал меньше часа провести. Так, Асан, честно признайся, на кого работаешь. Маршо, я тебе честно признаюсь, хотя ты инкогнито, и тебе не стоит признаваться, честно, я тебе честно признаюсь. Валлахи, биллахи, таллахи, я работаю на его величество, господин чеченский народ, и на убитых 300 тысяч наших сограждан, всех национальностей и всех религий. Валлахи, биллахи, я работаю на них. Единственное, на кого я работаю.
Так. Почему в Беларусь ушли вагнеровцы? Какие намерения у них? Я не знаю, дерзкие ночи. Вот у нас версия была, вчера высказывал здесь, сейчас люди мне писали, что, возможно, и уже из Белоруссии вот этот лысый будет угрожать атомная бомба или даже нанесет атомный удар. Я надеюсь, у них это не получится. Так, давайте к вашим комментариям, друзья. Так, валейкум салам, из Кавказ. Так, глава РДК «Русский националист» мне более симпатичный, главный в свободе России. Сгрей, вы имеете в виду Цезаря с позывным Цезарь. Ну, я вам скажу, если его не финансирует Ходорковский, просто такая информация тут проскакивала, и то мне тоже, если честно, симпатичен вот этот Цезарь. Он мне кажется умным и адекватным человеком. Ну, по крайней мере, вот начально первое мнение. Всегда хочется что-то хорошее в человеке найти. Поэтому вот с этим я согласен. И если, например, РДК, вот этот Никитин, Капустин, если он признает геноцид, совершенный сегодняшней путинской ФСБшной властью против моего народа, то к нему тоже у меня вопросы снимаются. Потому что очень мало русских это признают. Так, ночи, ну делает, пускай делает. Так, друзья, я перемотаю, потому что очень много комментариев вы здесь написали. Дерейсул юзер М, дерейсул масира больвает это. Так, основа вся славянский язык крайне означает земля, государство, и только в русском языке это означает берега или пограничье. Ясно, да-да. Да это я знаю, я уже могу русским лекцию читать про Украину. Я так-то немного разобрался в основных вопросах. Вернее, хорошо разобрался в основных вопросах. Там, на Украину, окраина, краина, что это значит. Мне почему-то кажется, что самолеты и летчики это очень ценные активы. Это вам не спящая жилая пятиэтажка. Одного летчика меняют на 50 человек сейчас. Стараются выменять первым, и летчик учится 8 лет. И я с этим согласен, Йен. Я согласен, что летчики это ценные люди и все такое. Но никто же не говорит, что сбил Пригожин. Например, Пригожин говорит, вот сейчас последнего, после того, как он слил всю свою вот эту кодлу, он говорит, что да, мне очень жаль, что мы сбили самолеты, говорит, но говорит, они кидали бомбы, поэтому были сбиты. Но он не говорит, что они кидали бомбы в них. Он сказал, они кидали бомбы, и поэтому их сбили. А это сделали украинцы. Украинцы хлебом не кормить, да летчика сбить, самолет сбить. Поэтому, и опять же, здесь, ну, очевидно, что украинская сторона рассчитывала на успех Пригожина. И я понимаю, что помогала. Так, короче, виноваты заложники, а не террористы, которые захватили эти малые народы. Папа Римский нам, слава Аллаху, озвучил позицию мира насчет нас, порабощенных народов. Папа Римский сказал, что в Бучи русские не могли из-за культуры сделать, а вот чеченцы могли, сказал Папа Римский. Папа Римский такой же фашист для меня стал с этого момента, как и Путин, одобряющий, любой, кто одобряет это. И все на нас перевести стрелки. Спасибо, обойдемся. Так, подожди, мы не управляем бандой, как мы можем отправить их на кадыровцев? Ну вот, не знаю, поинтересуйтесь вопросом. Весь мир и правду купился на этот мятеж, плоть от плоти ФСБ. Пригожин вдруг стал лысой Жанна Дарк. Какой позор, как легко обмануть Запад. Русский профи в этом. Еще этот дегенерат Маск в Твиттере. Ну, я не буду соглашаться по поводу Маска, потому что не знаю я, о чем он там говорил. А вот по поводу того, что Запад обмануть. Ну, если в этом принимает участие, например, украинская сторона, но почему бы не поверить?
ну какая-то там хитрая игра, сейчас там переворот, там третье, десятое. Пшик. Оса это не наша армия, это армия Путлера, армия пехотинцев. Совершенно верно, леди. Серб. Все это клоунада, комедий клаб. Да, только что прочитала Любарского, что Байден посоветовал украинскому военному руководству не использовать политический хаос РФ для перехода в контрнаступление. Точно как 25 декабря 2021 года. Кадыровцы не бандиты, я запутался. Он что-то не так сказал, но это не повод говорить, что мы во всем виноваты. Кадыровцы бандиты, но он не говорит кадыровцы, он говорит частная военная компания чеченцев. Бандитами нас называли всегда русские. Вот Пригожина он называет потом далее, запятая, ЧВК Пригожина и бандиты. Так значит, ЧВК Пригожина не бандиты? Вот о чем речь идет. Давайте мы не будем сейчас пытаться как-то эти слова по-другому исказить. Все там четко, ясно написано. Выводы я сделал еще, когда этому Невзорову дали гражданство. Там еще много делалось выводов. Тогда он тоже говорил, что небольшая война в пределах бывшей СССР не будет волновать США. Ну тогда фактически спровоцировал Путина, получается. ГБшники всегда были вместе, что украинские, что русские. Им теперь нужен общий козел отпущения. Конечно, в лице чеченцев. Конечно, нужно сейчас как-то выйти из этой ситуации. И Кадыров уже предложил использовать чеченский народ как жертвоприношение. Вот это меня беспокоит. Ходорковский хочет нас автоматом идти лично воевать. Яшин там призывает, Навальный, вот вся ихняя. Ну, а нам какой толк от этого? Друзья, извините, мы тут кричали, нас убивают, вы нас не слышали. Потом начали уже всех подряд убивать они. Тогда, оказывается, чеченцы были правы. А потом, чтобы эти не справились убивать всех, ну не получилось, не справилась фашистская Россия против мира. А потом раз опять переключились, убивают чеченцев, и все опять отвернулись, делают вид, что ничего не произошло. Да, какие чеченцы? А где? Были тут чеченцы, что ли? Какой геноцид? Да, какой кофеек? Какой кофеек? Вот так получается? А нет, подождите. Так не бывает. Так не бывает. Речь идет о геноциде, не выдуманном, вымышленном каком-то геноциде, там придуманном, а реальном, на глазах, с доказательствами произошедшим. Поэтому, извините, пожалуйста, мы так не согласны. Признайте нас, пускай весь мир признает, пускай ООН признает, Соединенные Штаты. Украина первая почему не признает? Самая кровно заинтересована. Украина, Зеленский должен это говорить. Не какого-то там имитатора деятельности или там пытающего захватить власть, там Закаева рассматривать. Реально разобраться, больше, чем у меня информация имеется. Понимаете? Реально разобраться и вот таким образом признать реально наш президиум. Вот я разобрался после больше года, 2 поисков. Так, давайте дальше. Все народы России участвовали в войне против нас. Чего греха таить? Абсолютно верно, Нохчикант. Что муслимы, что не муслимы. Совершенно верно. Украина. Я не обвиняю вас в том, что вы хотите сделать геноцид. Я обвиняю администрацию, например, Подоляка, Геращенко и Арестовича. Это тех лиц, которых я послушал, увидел. И ГУР в лице Буданова, что они готовы были переключить русских с себя на нас. Кадыровцев они мочить не будут. У кадыровцев очень много заслуг и очень много связей внутри вот этой фашистской России. Да, кто-то пострадает, вероятно, из них. Но в основном уничтожение будет чеченского народа. И русские давно этого мечтают сделать. Давно.
Понимаете? И если наводить порядок в Чеченской Республике, это должны сделать мы, чеченцы. Для того, чтобы мы это сделали, нас нужно признать как государство. Вот поставить нас на равных с собой. А не свысока смотреть, а сейчас мы их признаем, а что нам с этого будет, а потом это, потом то. Нет, просто так геноцида не будет чеченского народа. Что вот будут делать геноцид, и чеченцы будут молчать, не называя все своими именами, или же не сопротивляться. Мы будем сопротивляться. Мы 4 века сопротивляемся и будем сопротивляться любой силе, которая захочет совершить очередной геноцид над нами. И было бы очень некрасиво оставить в истории поступок, когда чеченцы все самые проукраинские народ на земле, это чеченцы на сегодняшний день, самые проукраинские. И это для нас угроза, потому что они нас хотят уничтожить, понимаете? И вот этих проукраинских чеченцев, как Нужина, которого передали России, фактически, которые воюют, несколько тысяч чеченцев воюют в Украине. Я могу каждый день начать кричать, у меня есть для этого основания. И я, поверьте, я буду услышан. Чеченцам не воевать больше за Украину. У меня есть на это основание. Просто из-за этой администрации, из-за этого поступка я этого не буду делать. Но я могу начать. Мне какая разница? Один раз родился, один раз умру. У меня больше врагов, чем банда ФСБ. При всем желании я себе не наберу больших. Более подлого, более жестокого, более коварного. Поэтому мне какая разница? Но так нельзя. Нужно быть людьми в конце концов. Человеками нужно быть. Я понимаю, что у прорусских подхолопных человечности мало. Но это же верх просто подлости, верх просто коварства. Да так нельзя. Я не увольняю ЗСУ, я не обвиняю Украину. Я вижу, как Украина доблестно сражается. Но история это может остаться так, что Украина подвела чеченский народ, и мы сгорели в огне просто, уничтожены. Мы и так постгеноцидный народ. У нас все очень тяжело. Мы только-только становимся на ноги. Нас здесь, в Европе, гнобили. Помогали все эти европейские государства. Делали вид, что не понимают. Хотя некоторые понимали. Но когда система запускается, что все чеченцы террористы, все чеченцы бандиты, и что нужно депортировать обратно в Россию, потом здесь приезжают эти разные люди, которые нам рассказывают, что мы очень религиозные, мы там все такие-сяки, почему-то прячась здесь в Европе, в кафирской Европе. И нас хотели депортировать. А сейчас вот трюк, который был использован с Джамбетовым, хотят дискредитировать чеченцев. Истории между чеченских и украинских взаимоотношений не должно остаться ничего чистого по плану вот этих русских империалистов. Ничего святого не должно остаться, хорошего между нами. Для этого делается дискредитация вот до войны, буквально до войны, вы помните. Зеленский говорил, нападения не будет. Я верил Зеленскому, вашей разведке я поверил, чем американская разведка, которая говорила будет. Я не мог в голове себе допустить, что она все-таки будет. Внесли санкционный список чеченцев. Может, кого-то заслуженно, а может, вообще, я знаю, что некоторые вообще не заслуженно. Как это так? Ну как? Ладно, давайте. Самая достойная работа, Аслан. Хамзат, ты про то, что я делаю за чеченский народ. Да, по крайней мере, 300 тысяч погибших меня не предадут и массово. Если я их не предам, они меня не предадут. А я дам, а я не предам. Так. Аслан, валлай, биллай, таллай, лично не верю ни русским, ни украинцам, ни белорусам, если считать несколько отдельных личностей, говорит Чираи. Справедливый человек, приветствовался. Я много пропустил, видно. Ну, не так, чтобы очень много, ну, уже час 25 уже. Так, поддерживается. Я посмотрел много разных мнений насчет этого перевода. Там неоднозначно.
То, что это только начало, справедливый человек, это большой процесс, который запущен. Но он запущен не на выгоду нам. Он запущен на то, чтобы укрепился режим путинский, ФСБшный. Вот этот режим, он станет сильнее, потому что он зачистит. Сколько много чеченцев воюют за Украину, они за свое русский легион и так далее. Тому почему напрашивается вопрос, почему нет ответа, неужели всех купили? Не знаю. Аллах, да, русский легион это ширма для очистки имени русских. Везде и они трендят, но про наших ребят и слова не скажут. Украинцы, какие вам доверия после этого? Какое вам доверие после этого? Приношу извинения, это провокация с моей точки зрения. Хочу сказать, что мы всей страной не спим уже год. Когда человек не спит, он плохо соображает. Приношу свои извинения же, за эмоциональные свои высказывания. Мы ни в коем случае не должны поддаваться на вот эти эмоции, провокации и должны быть еще сильнее перед этой, еще сильнее вместе должны быть перед этой угрозой. Очень-очень подлой и коварной угрозой, которая перед нами стоит. Никто не позволит укрепиться режиму Путина. Никому это не выгодно. Я имею в виду из демократических стран. Ну, это мы так хотели бы. Но демократические страны не имеют влияния такого, чтобы помешать укрепляться этому режиму. Ну, уберут Путина, и что дальше? Ну, снимут Путина, скажут, умер он, рак у него, умер. Сделают операцию, переедет куда-нибудь. И все, и все. Да, я про них, Асан, работает ради наших убиенных. Благороднее нет работы на земле. Да, Хамзат, да, Мула. Дейлсла Машал, рыбак. Так, рыбак, солнце Герон. Машал, ходил рыбак, Машал, Инцгисон. Так, друзья. Аслан, ты слышишь, что сказал Джамбула? Нет. Как только война в Украине закончится, мы опять будем для них террористами. Не будем, да, Алмула? Алейкум. Так, мы очень уважаем чеченцев, и обычные люди восхищаются им. Более того, и сам она ездил по фронту, в начале войны поднимал боевой дух, учил морально убивать русских. Кто помнит, этот тот не забудет. Да, конечно, я помню это время, когда Иса туда приехал, когда все только начиналось, Муслим Чеберлоевский, Иса Мунаев, да. Считаю, что нам, чеченцам, нужно беречь себя для своей битвы, потому что никто нам не поможет, как всегда. Арестович вообще ставит в своем высказывании, которые часто не в дугу. Ну, ладно. Дело же не в том, что правильно сказал, дело, что неправильно сказал. Каждый человек может, оговориться может, можно какую-нибудь глупость сказать, можно просто ошибиться, можно быть не настроении, наговорить ерунды всякой. Дело не в этом. Дело в верности идеи, которую сейчас отстаивает Украина. Вот в чем. Насколько верны эти люди этой идее. Ведь убить русских 200 тысяч, убить миллион, убить, это же не цель. Цель освободить свою родину, а сделать ее безопасной. Сохранить то, что украинцы веками накапливали в трудное время, во время геноцида, оккупации. Вот это все нужно сохранить. Нет, нужно это все уничтожить. Нужно вот этот имперский дух принести. Мы победили, я еще раз, украинцы, напоминаю, мы оставлены всем светом, ну, за исключением англосаксов, которые нас поддерживали.
Я видел поддержку информационную и ну, немного политическую. Мы одним стрелковым оружием и гранатометами только лишь силой духа, волей к победе поставили их на колени. Но в тылу у нас произошло вот то, что сейчас происходит в Украине. И я об этом вновь и вновь повторяю. Пока каленым железом просто не будет вычищена просто вот эта вся ГБшная архитектура, если не будет люстрации, если не будет просто все эти люди, они все известны, отстранить. Вот это заигрывание вот с этой субстанцией приводит к холере. Военные, которые находятся, они военные, это вообще особая порода людей. У них есть белое и черное. Враг впереди, сзади тыл, брат, сзади свой. А впереди враг, противник. Так вот, вот так этих военных дурят, крутят как угодно. И в итоге мы оказываемся у разбитого корыта. И это и коррупция, и все остальное, и дискредитация, и нарушение прав человека, которое очень влияет. Очень. Понимаете? Для мира. Это все русские показывают. Русские провоцировали у нас казнь какого-нибудь пленного. Несколько, 2-3 случая таких было. За все 2 войны. И потом это везде рассказывают, какие мы жестокие. А потом сами еще что-то доклепают, там кого-то там сами своего убьют и показывают, что это мы. И мир говорит, ну это дикари. Это фашисты, это там исламисты, это радикалы. Что с ними иметь дело? Опасно, да ну их. Потому что готовы в любой момент отказаться. Не готов никто разбираться. Нет у них ни желания, ни возможности. Они ограничены своим компетенцией, юрисдикцией своего государства. Никому нет до этого дела. Да, эксперты, специалисты, спецслужбы собирают, анализируют, а лезть никто не будет. То же самое произойдет. Один вот так, щелчок, помощь Украине прекращается. И все. И долгая муторная борьба, партизанщина, убийство, предательство. Мы это все видели, друзья. Ладно, давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, Асан. Давно вас не видел. Хороший стрим. Здравствуйте, Юра. Здравствуйте. Ну, я стабильно выхожу в эфире. Клинтон давал деньги России, сам Джахар говорил. Да, было дело. Дудаев говорил, Явлинский говорил, что давали миллиарды России вести войну против. А знаете, почему Явлинский сказал о том, что почему Запад поддерживал, а сейчас всех там и так далее? Явлинский, на мой взгляд, человек системы. Да, может, он не КГБшник, и он человек системы. Так как он у власти, он все это видит, молчит и так далее. И когда сказали, что вся система КГБ будет наказана, он тогда сказал, друзья, а вы же соучастники, когда убивали чеченцев. Поэтому всех зачищать за Украину вы не можете. Вот что он имел в виду. Понимаете? Он имел в виду, что если вы нас будете топить, то мы будем называть ваши имена. Что вы помогали деньгами и так далее. И поэтому такой упрек, такая угроза была, шантаж его с его стороны это был. Это не в поддержку чеченцев. Явлинский один из самых адекватных, я согласен с этим, но хорошего в хороший, а плохого в плохой мундир. Пока КГБ СССР не будет вычищен с украинской, ничего хорошего не будет. Совершенно верно, Амзат. Мы сейчас тратим все силы держать нос над водой. Да, я понимаю, о чем ты, Ян. Я прекрасно все понимаю. Явлинскому не верю. Он требует прекратить огонь, причем у нас, у Украины. Почему он у Путина не требует прекратить огонь? Вот это вопрос.
Я слыхал, что Украину никто на колени не давал. Я слыхал, что Украину никто на колени. Так. Надо признать, что ислам является разделом фактов развитого мира. Я сам азербайджанец, и мы, будучи мусульманами, всегда будем считаться для мира на одну степень ниже грузин или армян. Ну, не знаю. Знаешь, что странно, Аслан? Единственное, кто сказал правильно на тему переворота, это Максим Шевченко. И самые кремлевские чекисты из всех возможных. Они так и сказали, что сценарий чекистов. Интересно, я не слушал, послушаю. Пономарева, правда, я не могу слушать. Этого послушаю, Шевченко послушаю. Так, друзья, на этом я свой стрим закончу. Еще раз держим строй, руку на пульсе. Обращаюсь ко всем чеченцам и в Украине, и здесь в Европе. Будьте внимательны, не дайте себя использовать никому. Чеченцам, которые находятся в фашистской России или во временно аннексированной фашистской России, Чеченской Республики Ичкерия, скрывайте свое мнение, ни в коем говорите Ахмад Силас, там что как положено, чтобы вас не выявили. Сейчас самое время смуты наступает. И нам нужно выжить. Всех они нас уничтожить не смогут, потому что добрая часть находится здесь, в Европе, уже как минимум. И мы здесь не будем сидеть сложа руки, если откровенный геноцид уже пойдет. Хотя геноцид нас и так забрасывает на эту преступную войну. Постарайтесь избегать. Я уже много раз вас учил, как это делать, и говорил об этом, как это делать. Постарайтесь сохраниться просто, чеченцы. Немного осталось. Да, Алмулла, немного. Но даже если много осталось, вот такая наша доля, этот кусок, отрезок жизни, времени, который мы живем на этой земле, нам довелось познакомиться с этой фашистской Россией. И такая наша доля сражаться словом, делом, мыслью в сердце, никогда не покоряться этой вопиющей несправедливости, которая есть на этой земле. Самой большой несправедливости. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. И сделай лучшим союзником ее для нас. Америку. Всего самого хорошего. До свидания, друзья.